Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Вестник» профсоюза образования. Мы познакомим вас с деятельностью профактивистов, расскажем, как живут и работают их подопечные. И по традиции профсоюзные юристы ответят на ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. 13-я торжественная церемония вручения ежегодных премий Интеллектуального центра Чеченской Республики. Награждение проходило по 11 номинациям, и интеллектуальная копилка республики пополнилась еще 14 именами новых лауреатов. Лучший уполномоченный первичной профсоюзной организации по труду и заработной плате. Конкурс под таким заголовком состоялся в конце февраля. В рубрике «Профответ» юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. «Учитель пред именем Твоим». Рубрика посвящена учителю английского языка средней школы номер 1 села Гвардейское Натеричного района Фатиме Ужаховой. Лучший уполномоченный первичной профсоюзной организации по труду и заработной плате. Конкурс под таким заголовком состоялся в конце февраля. Главная цель конкурса – совершенствование и развитие системы работы уполномоченного первичной профсоюзной организации по вопросам труда и заработной платы. А это, как мы с вами знаем, один из самых актуальных вопросов. Подробности далее. Конкурс преследовал такие цели, как выявление знаний, опыта уполномоченного по трудовому законодательству, по уровням оплаты труда работников, порядка начисления заработной платы в образовательных учреждениях, внедрение новых методик и технологий в расчетах заработной платы, а также и выявление новаторских подходов к механизму развития деятельности уполномоченного первичной профсоюзной организации по направлению данной деятельности. Республиканский конкурс проходил в один тур. В нем принимали участие 16 уполномоченных, представившие 13 районов республики по номинациям: лучшая презентация, лучший доклад, лучший практический результат, лучший результат по тестированию и симпатия жюри. В ходе конкурса уполномоченными были продемонстрированы хорошие знания законодательных актов по трудовому законодательству о порядке начисления заработной платы в образовательных учреждениях. Я свой доклад и презентацию объединила, и в век современных технологий мы их представим вон на той интерактивной доске. Прошу внимания. В августе нагрузка и расписание уроков корректируется с учетом базисного плана на следующий учебный год. В своих выступлениях и докладах конкурсанты, приводя конкретные примеры, рассказывали, как при их содействии решаются вопросы по правильному начислению заработной платы, как приходится вступать в дискуссии с руководством учреждений и финансовыми организациями по вопросам правильного начисления и выдачи работнику заработной платы. Решением жюри были определены победители в разных номинациях, которым в марте вручены дипломы и поощрительные премии. «Учитель пред именем Твоим» – эту рубрику мы посвятили нашим уважаемым педагогам. На этот раз мы отправились на Теречный район в село Гвардейское, чтобы встретиться с учителем английского языка Фатимой Ужаховой. А почему именно с ней, узнаете из сюжета. Нет ничего труднее, чем обучать. Учить мы все способны и даже склонны, а вот научить дано далеко не каждому. Когда встречаешь таких учителей, как Фатиму Магомедовну Ужахову, начинаешь понимать, что учить детей дано только избранным. На ее уроки дети не напряжены, в их глазах нет страха. Они знают, если непонятно, учитель объяснит доступным языком. Let's start our lesson. Today is warm outside, not very cold. Let's find out what day is it today. Let's go ahead. Today is Tuesday, March the 21st. Tomorrow it will be Wednesday, March the 22nd. Yesterday it was Monday, March the 20th. Okay, thank you. Sit down. Now, Mariam wants to tell us who Children who have abroad Психологи говорят, что дети лучше усваивают ту информацию, которую они воспринимают в комфортной, доверительной обстановке, при взаимопонимании между учителем и учеником. Я не ставлю учеников в позицию подчиненных, не стараюсь их переделать. Я даю понять, что только помогаю им в их развитии, делится Фатима Магомедовна. Она понимает, по отношению к каждому ученику нужны свои методы обучения. Кто-то лучше воспринимает науку на слух, а у кого-то особенно хорошо развита зрительная память. Это особенности нашего склада ума. Хороший педагог видит и понимает эти нюансы и обязательно учитывает их при построении своих уроков и налаживании взаимоотношений с учеником. Чтобы внести в процесс обучения разнообразие, в школе есть традиция проводить недели английского языка. Наша съемочная группа как раз застала момент награждения учеников. И на этой неделе я хочу поздравить
с победой 10 класс. У нас 10 класс занял первое место в своей игре в брейн-ринге. Молодцы, давайте им похлопаем, ребята. Детей не обманешь. Они очень тонко чувствуют то, как к ним относятся взрослые. Ученики Фатимы Магомедовны знают, что их учитель всегда поддержит и никогда не останется равнодушным к их проблемам. Я знаю Фатиму Магомедовну с 2 класса. За это время она меня многому научила. Она много сделала для нашей школы. Я выбрал экзамен по английскому языку. Я надеюсь, что я сдам этот экзамен на отлично. Дорогая Фатима Магомедовна, от лица всего 10 класса, лучшему учителю английского языка, идеальному человеку, любимая Фатима Магомедовна, за ваше внимание, за вашу доброту, за огромное желание видеть нас достойными людьми. Искренне благодарим вас. Лучшая награда, конечно, награда от вас. Дал это больше. Дал еще больше. О Фатиме Магомедовне мы узнали случайно. В Инстаграме, увидев публикацию о том, что чеченскому учителю в Москве довелось побеседовать с членом королевской семьи Великобритании, тут же связались с руководством школы села Гвардейское. Сам учитель не очень любит вспоминать этот фрагмент из жизни. Дело в том, что в Москву ей пришлось выехать из-за болезни сына. Находясь в госпитале, который спонсировала английская благотворительная организация, Фатима совершенно случайно встретилась с племянником королевы Елизаветы II. Он был невероятно удивлен знанием чеченского учителя в области его родного языка. Дело в том, что я об этом не рассказывала своей семье. Так получилось, что в Москве, в госпитале на Шмидтовском проезде, есть ожоговое отделение, где мы лечились. Англия взяла под контроль вот это отделение тогда, и они приезжали, и сам принц Майкл тогда приехал. Как раз я спешила на перевязку, мы пересекли его дорогу, и потом мы с ним просто мило побеседовали, он спросил, как получился ожог моего сына. Присваивается почетное звание заслуженного учителя Чеченской Республики Ибрагимовой Фатимат Магомедовне, учителю английского языка. В прошлом году Фатима Магомедовна за заслуги в развитии образования и многолетнюю плодотворную работу была награждена главой республики почетным званием «Заслуженный учитель Чеченской Республики». Как мы знаем, к присвоению почетных званий представляются высококвалифицированные и высокопрофессиональные работники образования. Наверное, каждый человек, который реализует себя в профессии, старается сделать это как можно лучше. Любому будет приятно, если его труд будет замечен и отмечен, рассуждает учитель. Фатима Ужахова работает в этой школе уже давно и успела завоевать уважение и авторитет среди руководства и коллег. К ней можно в любое время обратиться за советом, за помощью, говорят педагоги. Она без промедления поможет. Я думаю, что нам очень повезло, что мы работаем вместе с таким прекрасным, знающим, инициативным педагогом. Ее отличает не только прекрасная эрудиция, любовь к своему делу, творческий подход, но и любовь к ученикам, уважение к ученикам. На ее уроках вот, нам эти проектные работы, вот эти групповая, парная работа, это мы взяли, пришло к нам с внедрением федеральных стандартов. Вот, а Фатима Магомедовна эти методы применяет очень давно, до этих федеральных стандартов. У нее уроки проходят очень интересно, у нее невольно все ребята становятся участниками этого урока. Умеет повести за собой, не навязать, а вот заинтересовать детей. Очень. У нее ученики не только вот в всероссийских олимпиадах участвуют, у нее дети участвуют и в международных конкурсах. Вот, например, в 2015 году ее ученица заняла 2-е место в международном конкурсе. А по ЕГЭ ученики у нас занимают высокий результат по английскому языку. С любыми проблемами мы обращаемся к Фатиме Магомедовне, не только в школе. Вы думаете, раз провела урок и дома свободно? Нет. И дома у нее ученики, и дома у нее родители. Вот единственное отрицательное – это то, что ее не хватает для своей семьи. А вот так она вся в школе, вся в работе.
Когда мне исполнилось 5 лет, рассказывает Фатима, наша семья вернулась из Казахстана в Грозный. Еще в школе я поняла, что мое будущее предопределено, делится она. Вы знаете, английский я полюбила с 5 класса, когда к нам в школу пришла молодая, очень красивая, влюбленная в свою профессию учительница. И настолько сильно влюбленная в свою профессию и в нас, что вот это зерно любви к языку она заразила во всех нас. Закончив уже 5 класс, я помню, я пошла на рынок, возле Минутки мы жили, и стала выбирать книги, и вдруг нашла «Пиноккио» на английском языке. Рядом со мной стояла женщина, ну, видно, все-таки женщина была не очень хорошая. Она возмутилась, что чеченка выбирает, вообще-то я ингушка, она подумала, я чеченка, выбирает английскую литературу, читает свою чеченскую литературу. Продавец, зная меня, поскольку я каждый день бегала покупать книжечки, любила читать, ее отругала. Выбор, когда у меня пал на английский, наша зауч Антонина Матвеевна обиделась. Она хотела, чтобы я была химиком и поступила в нефтяной институт. Я знала химию хорошо тоже. Но я поступила в наш Чечено-Ингушский пединститут. Он стал через 2 года университетом. Университет я закончила с отличием. И меня хотели послать в аспирантуру. Так получилось, что мест не было. Я поехала в школу. Я работала в Росматановской 3-й школе, я работала в Шаложинской 3-й школе. В школе работают еще 2 учителя английского языка. Как оказалось, они бывшие ученицы нашей героини. У них уже есть опыт работы, но ценный совет старшего коллеги никогда не помешает. Я выбрала эту профессию только из-за Фатимы Магомедовны, так как я ее бывшая ученица. Она с детства для меня была человеком для подражания, моим кумиром. О ней я могу сказать только самые теплые и светлые слова. Всем, чем я владею, всеми достижениями, я обязана только ей. Школу Фатима не считает местом работы. Как бы банально ни звучало, это мой 2-й дом, говорит она. А коллеги и дети – моя семья. Вы видите маленькую школу, но это дом. Дети здесь не разобщены, они как одна семья. И презентацию, когда делал мой 11 класс во время брейн-ринга, как раз в этой презентации подчеркивается, что каждая из нас в этой семье объединена, это целая семья, мы готовы поддержать любого. И дети перевели это сами, и мне было очень приятно, что все-таки не зря я их учила. Слагаемые педагогического успеха – высокий профессионализм и компетентность, доброта и справедливая требовательность, огромное терпение. Учитель и ученик – это творческий тандем. Учитель помогает ребенку раскрыть сердце и ум, берет его за руку, и так шагают они вдвоем, взаиморазвивая и взаимообогащая друг друга. Таково педагогическое кредо Фатимы Магомедовны Ужаховой. Ее понимание роли учителя, профессионала и человека в развитии, воспитании и обучении учащихся. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа профсоюзных юристов. Они готовы ответить на все вопросы работников образования. Правозащитники найдут ответ на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока и на многие другие. Я подала документы на прохождение аттестации на присвоение высшей квалификационной категории. Комиссия отказала, считаю их решение неправомерным. Могу ли я его обжаловать? Да, конечно, вы можете. Результаты аттестации в целях установления квалификационной категории 1 или высшей педработник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации, то есть в судебном порядке. Для этого вам необходимо получить заверенную копию протокола решения аттестационной комиссии, в котором говорится, что вам отказано в присвоении той или иной квалификационной категории. Составить заявление в суд, в котором нужно указать причину вашего несогласия с решением комиссии и, соответственно, подать эти документы в суд. Ваше право на обжалование действий или бездействия органов власти, местного самоуправления или иного органа, наделенного определенными полномочиями, закреплено 218 статьей Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. Я работаю в школе в должности педагога-библиотекаря. Как педработник, проживающий и работающий в сельской местности, я имею право на компенсацию расходов, понесенных за отопление и освещение. Однако администрация школы отказывает мне в этом. Что делать?
47-я статья Федерального закона об образовании и 21-я статья Республиканского закона об образовании Чеченской Республики гласит, что сельские педагоги имеют право на компенсацию расходов, понесенных на оплату отопления и освещения. Здесь же говорится и о том, что размер, условия и порядок предоставления данной компенсации устанавливаются правительством Чеченской Республики. В настоящее время данную меру регулирует положение о порядке предоставления мер социальной поддержки педработникам, утвержденное постановлением правительства Чеченской Республики за номером 235 от 29 декабря 2012 года. В нем перечислен перечень должностей педработников, которым предоставляются в качестве меры социальной поддержки ежемесячные денежные выплаты на оплату освещения и отопления. Ваша должность педагога-библиотекаря, к сожалению, в данном перечне должностей отсутствует, в связи с чем вы не можете претендовать на эту компенсацию. У меня 3 несовершеннолетних детей. Органы социальной защиты перестали начислять мне ежемесячное детское пособие в размере 130 рублей. Как добиться назначения данного пособия? Право на пособие имеет один из родителей – усыновитель, опекун или попечитель, среднедушевой доход семьи которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Чеченской Республике на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет. На данный момент прожиточный минимум, установленный нашей республике на душу населения, равен 8704 рубля. Что это значит? К примеру, ваш общий семейный ежемесячный доход делим на каждого члена семьи. В случае, если на каждого приходится 8704 или более рублей, то детское пособие вам не полагается. Если же ваш доход менее обозначенной суммы, то вам ежемесячное детское пособие в размере 130 рублей положено ежемесячно. Если у вас появились вопросы, пишите письмо профсоюзу, адрес на экране. В начале марта в актовом зале Чеченского государственного педагогического университета состоялась 13-я торжественная церемония вручения ежегодных премий интеллектуального центра Чеченской Республики. Награждение проходило по 11 номинациям, и интеллектуальная копилка республики пополнилась именами новых лауреатов. Признание лауреатами деятелей науки, культуры, сферы образования, здравоохранения, литературы, журналистики, общественных деятелей, региональной общественной организации «Интеллектуальный центр» проходит уже 13-й раз. За это время заветной статуэтки «Серебряная сова» получили более 140 человек. Награждение проходило по 11 номинациям, и интеллектуальная копилка республики пополнилась еще 14 именами новых лауреатов. В числе первых названных лауреатами с вручением диплома премии «Символической совы» был председатель Республиканской организации Общероссийского профсоюза образования, заслуженный учитель Чеченской Республики Хизир Магомедович Гирзелиев. Имя лауреата в номинации «За подвижничество» нам назовут заместитель председателя парламента Чеченской Республики Роман Лечевич Идилов и председатель Союза независимых профсоюзов Чеченской Республики Хусейн Гиланович Салдагириев. Номинация «За подвижничество» лауреатом премии стал выдвинутый коллективом Чеченской республиканской организации Общероссийских профсоюзов образования Гирзелиев Хизир Магомедович. Премии в номинации «За подвижничество» председатель Чеченской республиканской организации профсоюза работников образования, заслуженный учитель Чеченской Республики Гирзелиев Хизир Магомедович за многолетнюю плодотворную подвижническую деятельность в сфере образования вручением символа «Серебряная сова». Его многолетняя подвижническая деятельность в сфере образования получила высокое общественное признание с присуждением ему звания лауреат интеллектуального центра Чеченской Республики в номинации «За подвижничество». Выражая благодарность Совету интеллектуального центра за столь высокую оценку своего труда, Хизир Магомедович отметил, что участие в церемонии вручения премий и находиться в данном зале среди плеяды интеллектуалов республики, с кем он учился, трудился или просто знаком, ему доставляет огромное удовольствие.
В этом зале вижу много людей, с кем я учился, с кем я рос, с кем я работал. И вот благодаря Всевышнему вот сегодня дожили до сегодняшнего дня. Для меня этот зал символичен тем, что в 1981 году в этом же зале меня избрали на должность председателя профсоюза работников просвещения Чечено-Ингушской республики. Так назывался тогда профсоюз, добавил он. Награду, честно говоря, для меня было в какой-то степени неожиданно. Я очень благодарю коллектив, который меня выдвинул, и благодарю наш интеллектуальный центр, правление, руководство этого центра, который, в общем-то, вот, принял решение. Да, я объекте выводы, да, как любой мастере, мы уж нашли. Надо отметить, что с тех пор, с 1981 года, Хизир Герзелиев бессменно на протяжении 35 лет руководит профсоюзом образования. И по оценке руководства профсоюза образования России, Чеченский профсоюз – это пример для всех других регионов, что не раз озвучивалось на встречах профактивистов. Очень приятно еще тем, что, в общем, это интеллектуальный центр нашей республики, очень известная общественная организация, которая определяет победителей по тем или иным номинациям, так сказать, деятельности нашей интеллигенции прежде всего. Были времена, когда профсоюзы запрещали, были времена, когда профсоюзам вообще не давали ходу, но профсоюз выжил и стал работать в интересах учительства, в интересах работников образования. Приятно то, что наше руководство республики уделяет много внимания образованию. У нас построены новые школы, новые дошкольные учреждения, да и сейчас строится, продолжает строиться. В общем-то, материальная база исключительно сильно выросла. Но, к сожалению, хотелось бы, чтобы вместе с этой материальной базой рос бы немножко материальный уровень нашего учителя. Вот над этим совместно, так сказать, Министерством образования, другими заинтересованными организациями мы стараемся работать. Интеллектуальный центр Чеченской Республики стремится не только отмечать успехи уже состоявшихся людей, но и мотивировать на активную деятельность подрастающее поколение. В первую очередь мы преследуем цель мотивировать молодежь, заявил председатель Совета интеллектуального центра Чеченской Республики, доктор филологических наук, профессор Бекхан Хасбулатов. В зале присутствует большое количество молодых людей, и они, наблюдая за успехами наших ученых, профессоров, деятелей культуры, должны ставить перед собой еще более амбициозные задачи. На этой приятной ноте я прощаюсь. Более подробно обо всем вы сможете узнать на сайте ressовет.ру. Также вы можете скачать новое официальное приложение Рессовет.Инфо, разработанное специально профсоюзом образования. Там вы найдете для себя много полезного и интересного. До новых встреч. Адикелш.